Здравствуйте. Основная тема сегодняшнего комментария связана с предстоящими нашими отпусками. Наверняка многие горожане предпочтут провести отпуск лета этого года за границей, то есть полетят по туристическим путевкам. Интересно, по каким ценам? Вот этим самым вопросом задались и руководители туристических фирм и страховых компаний Якутска. Их версию ответа мы услышим сразу после рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Сегодня аппарату мэрии был представлен начальник нового отдела администрации отдела охраны труда. Его возглавил Яков Кривошапкин. В функции отдела входит организация контроля труда во всех городских организациях, независимо от форм собственности. И тут сразу, кстати сказать, не преминул вспомнить о том, что растяжку на проспекте Ленина, объявлявшей о месячнике по охране труда, сменили. Ее заменили на растяжку с рекламой чемпионата России по боксу. На что исполняющий обязанности главы администрации столицы Игорь Тресков сказал, что это уже не в первый раз, когда рекламное агентство предпочитает социальную рекламу коммерческой. На последнем аукционе по продаже активов ЮКОСа РАО «Газпром» заплатил 152 миллиарда рублей, в том числе и за долги Саханефтегаза перед ЮКОСом. В конкурсную массу были включены кредиты, полученные якутской компанией под гарантией ЮКОСа на сумму 2 миллиарда 700 миллионов рублей. И таким образом «Газпром» стал владельцем сразу четверти акций уставного капитала компании «Саханефтегаз» и уже, вот как по неофициальной информации ясно, проявил интерес к этому новому своему имуществу. Ранее РАО «Газпром» планировал войти в газовый бизнес Якутии путем учреждения совместного предприятия с «Алросой». Ожидалось, что соответствующий меморандум будет подписан в конце марта. Но в результате проведенного аукциона РАО «Газпром» станет теперь работать в Якутии без посредников. Да, конечно. И вот вдогонку, так сказать, к этому сообщению еще следующее, также связано с нефтегазовым комплексом. Сегодня в Москве в арбитражном суде будет рассматриваться иск ЮКОСа на 325 миллионов рублей, опять-таки, Якутгазпрому. Учитель истории 26-й школы Вячеслав Холмогоров признан лучшим молодым учителем Якутска 2007 года. Это стало известно после подведения итогов трехдневного конкурса, который завершился в субботу в средней школе номер 12. За этот достаточно престижный титул боролось в общей сложности 33 преподавателя из 24 школ столицы республики, и каждый из них имеет стаж работы меньше 3 лет. Помимо титула, победитель автоматически становится и обладателем гранта главы Якутска на 50 тысяч рублей. Да, но только получит он его осенью, в День учителя. В выходные в Якутске стартовал финальный этап спартакиады округов и пригородов столицы республики. В первом виде финальной части программы приняло участие команды 8 округов столицы республики и еще 3 пригородных сел. У мужчин сильнейшей оказалась команда управы Губинского, а у женщин Октябрьского округов. В окрестностях Якутска найден труп маленького ребенка. Его нашли студенты-волонтеры, производившие уборку по Вилюйскому тракту. Тело младенца было завернуто в тряпки и спрятано в коробку. По свидетельству эксперта, там он пролежал не 1 месяц. Итак, турпутевки летом этого года однозначно подорожают. А вот насколько – это вопрос. Первая причина подорожания – вступление с 1 июня федерального закона о финансовых гарантиях туристической деятельности. Его появление вызвано громкими скандалами нескольких российских фирм. Они вывозили туристов за границу и бросали их там на произвол судьбы. Надо сказать, что такие повороты судьбы известны и десяткам якутян. Участились случаи, когда просто граждане, которые не имея ни лицензии, ни счета в банке, ни, конечно же, не регистрированные ни в каких налоговых органах, набирают группу людей и вывозят в Китайскую Народную Республику самостоятельно. В прошлом году у нас был такой случай, когда женщина собрала 24 женщин, якобы по очень дешевой скидке путевки, да, и вывезла в Китай. И они опоздали на самолет. Так. И звонят нам, вывозите оттуда из Китая. А почему к вам? Потому что, почему именно к нам? Потому что, наверное, скорее всего, Хайкарь ассоциируется почему-то с Китаем. Хорошо, и что в конце концов этот вояж чем закончился? Ну, этот вояж закончился тем, что мы их вывезли через другой авиапорт, мы им помогли, конечно, чисто. Но за отдельную плату, то есть вы не бесплатно? Конечно, все это, конечно, не бесплатно, ну, то есть женщины оплатили 2 раза дороже. Финансовые гарантии с 1 июня станут обязательным требованием. По функции они похожи чем-то на ОСАГО. Однако, как считает руководитель другой турфирмы Вячеслав Ипатьев, гладко было только на бумаге. Когда бы обсуждался закон, предполагалось, что будут страховать только от банкротства турфирм.
это было совершенно просто. Ну, то есть, когда вы вывезли туристов и... Да, что туристы уехали, фирма пропала, вывозить их некому, надо чартер ЧС, организовывать там и так далее. И тогда создавался, вот для этого создавался якобы финансовый фонд страховой, да. Но потом, когда депутаты прошли первое чтение, они намного расширили трактование, от чего надо страховать туристов. Добавили туда некачественное оказание услуг, банкротство турфирм и т.д. и т.п. Понимаете, и спектр сразу расширился всех этих дел. И, естественно, и страховые компании, и банки сказали, одно дело страховать от банкротства, которое бывает достаточно редко, а другое дело страховать от каких-то неожиданностей, там, сюрпризов, которые могут случаться чуть ли не на каждом рейсе. Понимаете? Поэтому сразу увеличились процентные ставки. То есть, раньше там речь шла 2-3% максимум, то сейчас уже 5-10% говорят некоторые банковские фирмы. Понимаете? То есть, Но самое главное, непонятно, что такое страховой случай. да, самое главное, непонятно, что такое страховой случай, от чего страховать. Ну вот пока как бы, вот все комментарии они на уровне эмоций таких, ясно, что пока вот ничего не ясно. И вот на этом уровне мы должны остановиться и совершенно не драматизировать. Потому что в законодательстве на сегодняшний день много есть положений об обязательном страховании, которые не работают. Например, в частности, о страховании документов земельного кадастра. Вот, давным-давно уже принято, но порядок правительством России так пока и не предусмотрен. Соответственно, и в этом же федеральном законе, несмотря на то, что он принят и вступит в силу с 1 июня, будут приняты, скорее всего, на уровне либо Ростуризма, а скорее всего на уровне правительства России, порядок соответствующий, который будет там утвержден в виде затем Всероссийским союзом страховщиков, в виде стандартных правил, к которым рекомендуют присоединиться всем страховым компаниям, как это обычно происходит. Расходы на страховку туристической деятельности фирмы, безусловно, переложат в стоимость туров. Насколько потяжелеют в этом случае путевки? Достоверно об этом судить пока нельзя. Расходы разных фирм могут колебаться на страховку от 5 миллионов до 15 тысяч рублей в год. Есть еще одна составляющая роста расходов на путевки. Она в рекламируемой дешевизне путевок. К чему смелость приводит горе-туристов, мы уже с вами слышали. Однако проблема в том, что некогда разовые инициативы могут стать массовыми. Да, существует такая неопределенность. Дело в том, что 1 января отменено лицензирование туристских фирм. Туристской деятельности, правильно сказать. А с 1 июня вступают в силу вот эти финансовые гарантии. И с 1 июня только лишь смогут туристские предприятия регистрироваться и получать право на туристскую деятельность. А вот эти таким образом, вот эти полгода у нас образовался вакуум. С 1 января по 1 июня вакуум. Туристская деятельность ничем не регламентируется. Не надо лицензию получать, не надо финансовые гарантии давать. И сейчас тревожные такие появились сигналы о том, что стали путевки продавать чуть ли не в киосках, значит, занимаются... то есть, в принципе, все, кто любой да, может это делать. Кто хочет, тот то и делает. Да? Ну и куда же податься вот в такой достаточно сложной ситуации обычному, простому, бедному туристу? Ну, каждый, в общем-то, волен самостоятельно отвечать на этот вопрос. Вполне возможно, что большинство горожан предпочтет все-таки заплатить в этом году чуть больше за туристическую путевку, зато, ну, что называется, спать спокойно. Ну, а кто-то поддастся на уговоры и купит по дешевке неизвестно у кого, неизвестно какой тур, неизвестно какую путевку, и вполне может оказаться в достаточно затруднительной, прямо мягко так скажем, ситуации уже за границей, где он не знает ни языка, ни нравов, ни обычаев, вообще ничего. И каким-то образом потом будет достаточно сложно из нее выбираться. Еще раз повторюсь, каждый решает, в общем-то, по своему усмотрению. Ну, в общем-то, искушений вот именно по дешевке-то купить путевку сейчас достаточно много. Даже вот в якутском интернете есть немало публикаций, объявлений, вернее сказать, на эту тему. Но вот меня заинтересовало одно из них: 2 недели за 30 тысяч рублей в самых крупных городах Китая. Причем с полетом туда и обратно. Вот, не знаю уж, мне что-то кажется очень сомнительным такое удовольствие. Ну, впрочем, это мое личное мнение. Вполне возможно, что кому-то такие вот предложения могут показаться даже и заманчивыми. Ну что же, каждый решает, повторюсь еще раз. Ну, на этом все. Встретимся теперь во вторник. Всего доброго.